совершенно точно необычном языке, на шотландском гельском. Сегодняшний концерт мы хотим приурочить к такому событию астрономическому, как летнее солнцестояние. В календаре кельтов астрономические явления вроде солнцестояния в равноденствии занимали очень важное место. И поэтому мы проводим очень часто концерты, приурочивая их к таким знаковым датам в календаре кельтов. Про середину лета вам немножко Светлана расскажет два слова. Да, как сказала уже Катерина, что середина лета, летнее солнцестояние для кельтов, к которым относятся как раз шотландцы, была очень значима всегда. Даже, например, это очень известный факт, что древние мегалитические сооружения, как в Шотландии, так и в Ирландии, по всем британским островам, даже специально строили так, чтобы в дни летнего солнцестояния солнце попадало в закрытые камеры. То есть специально ориентировались они на этот день. У современных кельтов сейчас летнее солнцестояние называется как середина лета. Иногда его в Европе чаще называют верхушкой лета. То есть в Европе распространено название верхушка, в Шотландии середина лета. У нас используются и те, и другие названия. Вот. И мы хотим как раз приурочить все к этой дате. А это какое число? Обычно это... Да, в этом году это будет 21 число. Июня. 21 июня. Да. Да. Это как бы это плавающая дата, она зависит от астрономических различий. Да, она не приурочена к календарю, она приурочена к тому, как Солнце вокруг себя вращается. И немножко вам расскажу два слова про то, что такое гельский язык, откуда он взялся. На шотландском гельском языке, говорят в Шотландии, он принадлежит к группе кельтских языков, из которых сейчас живых и на которых говорят осталось 6. Гельский, собственно, принадлежит к гайдельской группе, и на гельском также языке говорят в Ирландии, там ирландский гельский. Шотландский и ирландский очень похожи, но тем не менее они значительно различаются. И в шотландском гельском языке есть очень много диалектов. Мы стараемся придерживаться какого-то более-менее классического свода правил по произношению и по чтению. Вот. И шотландский гельский язык вместе со всей шотландской культурой долгое время был в Великобритании, находился в угнетенном состоянии, потому что в XVIII веке после якобитских восстаний, когда второе якобитское восстание было подавлено, и шотландские войска разбиты, англичане, чтобы сломить дух шотландцев и не допустить повторения такой истории, запретили в Шотландии практически все, что было шотландским. Они запретили шотландский гельский язык, они запретили традиционную одежду шотландскую, кто знает, что за традиционная. Правильно, да, килты запретили. Запретили наиболее популярный и известный традиционный шотландский музыкальный инструмент. Какой, как вы думаете? Волынь. Да, волынь, правильно, запретили. И запретили также они и шотландские танцы еще. Ну, танцы в смысле вечеринок, сборища такие. И поэтому на протяжении 200 лет, даже больше получается около 200 лет, гельский, кельтский язык шотландский находился практически в забвении, передавался только в устной форме, можно сказать, из уха в ухо, из уст в уста. И шепотом. Да, и шепотом, чтобы, не дай бог, англичане не услышали. И возрождаться он начал только в начале 20 века, когда политика государства наконец развернулась лицом к наследию, культурному наследию Шотландии и шотландцев. И очень много культурных явлений, да, есть, которые относятся к тому периоду, как то песни, стихи,
шотландцев не забывать о своей культуре, не забывать о своем наследии, возрождать его, заниматься им. И